Столица советского Азербайджана – Баку. Сюда для участия в торжествах, посвященных 50-летию Азербайджанской ССР и Коммунистической партии Азербайджана, прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. На городском вокзале товарища Брежнева встречали первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев, председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Халилов, председатель Совета Министров Азербайджанской ССР Ибрагимов, представители трудящихся столицы. Пятидесятилетие Азербайджанской ССР и Компартии Республики все народы нашей страны отмечают как большой, радостный праздник. В Кремле Президиум Верховного Совета СССР обсудил вопрос о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Социалистической Республикой Румынии. По поручению советского правительства с сообщением выступил министр иностранных дел СССР, депутат Громыко. От имени комиссии по иностранным делам Палат Верховного Совета СССР выступил товарищ Суслов. Члены Президиума Верховного Совета СССР, председатель Президиума Верховного Совета Молдавской ССР Ильяшенко, председатель исполкома Винницкого областного совета депутатов трудящихся Кавун, первый секретарь татарского обкома КПСС Табеев предложили ратифицировать договор. Итоги обсуждения подвел председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный. Указ о ратификации советско-румынского договора утвержден. Договор знаменует новый этап в развитии отношений дружбы и сотрудничества между народами Советского Союза и Румынии. Скончался выдающийся государственный деятель, лидер национально-освободительного движения, президент и премьер-министр Объединенной Арабской Республики, председатель Арабского социалистического союза ОАР Гамаль Абдель-Насер. Над зданием посольства Объединенной Арабской Республики в Москве приспущен государственный флаг. Сюда пришли советские руководители. Минутой молчания почтили они память большого друга Советского Союза Гамаль Абдель-Насера. Советские руководители расписались в траурной книге. Вместе с дружественным египетским народом все советские люди разделяют горечь тяжелой утраты. В нескольких десятках километров от Алматы, на берегах реки Или, завершается строительство Капчагайской гидроэлектростанции. Высокими темпами идет работа на участке, которым руководит Вениамин Катаров. Строители и монтажники, соревнуясь в честь предстоящего 24-го съезда КПСС, взяли обязательство досрочно закончить сооружение главного здания ГЭС. На станции будут установлены 4 агрегата общей мощностью более 400 тысяч киловатт. Уже в нынешнем году Капчагайская ГЭС даст первый ток городам и селам Казахстана. Когда-то
эти земли назывались целинными. 7 лет назад в Кустанайской области был организован совхоз «Станционный». Сегодня это крупное хозяйство получает ежегодно до 2,5 миллионов рублей прибыли. В успехе совхоза немалая доля труда его бессменного директора Бориса Николаевича Климова, депутата Верховного Совета СССР. Под руководством опытного организатора 5-летний план продажи зерна государству совхоз выполнил за 3 года. Хорош урожай и в нынешнем году. На приемные пункты отправлено 280 тысяч центнеров хлеба. Вся трудовая жизнь Василия Дмитриевича Ионова связана с московским метрополитеном. Вот уже 35 лет водит он подземные поезда. За эти годы столичным метро перевезено около 28 миллиардов пассажиров, что примерно в 8 раз превышает численность населения земного шара. Свой опыт машинисты-ветераны передают молодежи. Ведь это им предстоит водить голубые экспрессы по новым линиям. Ни на один день не прекращается сооружение подземных трасс. Первые строители метрополитена могли только мечтать о такой технике. В конце года будет введена в строй новая Рижско-Калужская линия. Большим успехом у москвичей пользуется открытая в столичном манеже всесоюзная выставка декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены лучшие работы народных умельцев всех республик страны. Семь тысяч экспонатов раскрывает перед посетителями многообразие таланта народа, его неиссякаемую выдумку, мастерство. Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Из 126 государств всех континентов собрались делегаты на 25-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Им предстоит подвести итог деятельности этой организации за четверть века, наметить задачи на ближайшее будущее. За 25 лет существования ООН, несмотря на помехи со стороны империалистических сил, вписала в свой актив ряд важных международных акций, направленных на сохранение мира. Но ее возможности в этом направлении еще полностью не использованы и далеко не исчерпаны. Народы мира вправе ожидать, что на юбилейной сессии государства-члены ООН примут решения, отвечающие интересам всего прогрессивного человечества.